Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». Сегодня мы продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Возможно, вы слышали, что в Любляне и в Словении очень тяжелая ситуация с недвижимостью. Недвижимости в Любляне очень мало, а желающих ее снять очень много. Очень много граждан в Словении, которым нужно нанять жилье, а также очень большой поток иммигрантов и беженцев, которые тоже нуждаются в жилье. Жилье – это первая жизненная необходимость. Но, к сожалению, этим пользуются недобросовестные арендодатели. Они знают, что очень много желающих на их жилье. Очень завышенные цены на жилье, а помимо этого очень высокие требования к арендаторам. Люди не хотят пускать к себе, например, одиноких женщин с детьми, опасаясь, что потом их будет невозможно выселить. Не хотят пускать жильцов вообще с детьми, не хотят пускать с животными. И если человеку все-таки удалось снять жилье, он за него держится всеми руками, а арендодатель этим пользуется. Он не хочет устранять в своем жилье какие-то неполадки, он не хочет устранять появившуюся плесень, например, в квартире. Он диктует свои условия для клиента. Еще проблема в том, что в Любляне очень мало строят жилья. За последние 10 лет по официальной статистике Любляна выросла на 10 тысяч человек. Но это только официальная статистика. На самом деле, думаю, что наверняка людей за 10 лет стало еще больше. И даже новое жилье, которое строят в Любляне, оно нереально дорого. И, как правило, его могут купить богатые люди как инвестицию. И получается, что обычным людям опять становится жилье недоступным. На эту ситуацию обратило внимание государство. А обратило государство внимание на эту проблему также благодаря сайту Наемнишки СОС. Оставлю вам ссылку на этот сайт под этим роликом. На этом сайте люди оставляют жалобы, рассказывают о ситуациях, с которыми им пришлось столкнуться, а также на этом сайте очень много полезных советов о том, как заключить договор недвижимости, на что обратить внимание и как вообще построить диалог с арендодателем. Квартирный вопрос остается, как всегда, очень актуальным. Сейчас решается вопрос, как государство сможет регулировать этот процесс и цены. То есть это свободный рынок, демократическая страна. И если спрос велик, то, конечно же, арендодатели могут диктовать свои условия, свои цены. Но, с другой стороны, они должны предоставлять качественную услугу. А еще интересный факт. Считается, что после расходов семьи на недвижимость, на аренду, на коммунальные услуги у семьи должно оставаться 60% от их дохода. Но сейчас практически ни одна семья не может себе этого позволить с такими ценами на недвижимость. Представляю себя на месте арендодателя. И, конечно же, я бы тоже хотела получить очень хорошую цену за свою недвижимость. Если такая возможность есть, то почему бы этим не воспользоваться? Но, с другой стороны, я бы постаралась создать комфортные условия для своих клиентов. И если клиенты платят мне своевременно, они порядочны, они не создают проблем соседям, то, конечно же, я бы старалась за них держаться и не хотела бы, чтобы они от меня съехали. И, естественно, я бы хотела, чтобы мое жилье было качественным. Ведь эти жалобы, они влияют не только на людей, которые снимают у тебя квартиру, а также и влияют на качество твоего жилья.
Если люди жалуются на плесень, то, конечно же, в первую очередь я бы удалила эту плесень и причину, по которой она появляется. Если люди жалуются на холод, то тоже бы нужно было разобраться, почему холодно. Если нужно поменять окна, значит, нужно их поменять. Сегодня у меня новости, практически все посвящены Любляне. И вторая новость посвящена тому, что в Любляне повысили стоимость штрафа за парковку. И она будет составлять 20 евро. До этого штраф составлял 12 евро. И, кстати, знаю людей, которые приезжали на работу, оставляли свою машину на территории, где парковка платная, но никогда не оплачивали свою парковку. И считали, что это выгодно, потому что ты оставляешь свою машину каждый день, она стоит у тебя там по 8 часов на платной парковке вдоль дороги, ты просто не оплачиваешь, не платишь за парковку, а штрафуют тебя крайне-крайне редко. Знаю людей, которые оставляли таким образом свой автомобиль и могли получить штраф буквально один раз в полгода или даже в год. И это было крайне выгодно. То есть ты получишь штраф 12 евро, ну сейчас это будет 20 евро, а за парковку не платишь. Такой получился какой-то лайфхак. Но это лотерея. И, конечно же, если люди работают каждый день, возможно, им это и выгодно. Но если вы турист и приехали буквально на час в центр города, оставили свой автомобиль, то не очень будет приятно получить штраф в 20 евро. Я так и не советую вам делать. И, кстати, помимо того, что повысили штраф за неоплаченную парковку, также повысили билеты на фуникулер, который поднимает вас на Люблянский замок. Сейчас цена будет составлять в одну сторону 3 евро 30 центов. А если покупаете билет в обе стороны, то билет будет стоить 6 евро. А еще интересная новость, что муниципалитет Любляны планирует построить огромную-огромную подземную парковку на территории замка, чтобы автомобили парковались под землей и не портили вида на поверхности перед замком. Банда подростков напала на 13-летнего школьника и очень жестоко избили его. А после этого выложили видео избиения в соцсеть. Отец подростка обратился сразу в полицию, но в полиции почему-то ему ответили, что так быстро не смогут заняться этим делом, так как человек, который отвечает за подобные дела, будет на работе через 3 дня. Но отец это так просто не оставил, он обратился в средства массовой информации, подключил журналистов, и полиции под давлением журналистов пришлось немедленно приступить к расследованию. Также отец обратился к директору школы. Директор школы ответил, что это не в его компетенции, так как произошедшее произошло за пределами школы. Вдобавок, мне очень неприятно, что это произошло в нашем районе. Район называется Бежеград. В принципе, очень благополучный район, находящийся близко к центру Любляны. Оказывается, эта банда нападала и на других школьников тоже. Все в школе об этом знали, но закрывали на это глаза. И пострадал уже не первый ребенок. И хочу вас предупредить, чтобы вы были крайне внимательными и не расслаблялись. Я спросила у своего сына, знает ли он об этой новости. Оказывается, в нашей школе дети тоже уже об этом знают и активно обсуждают. Хотя, вы знаете, очень трудно представить, чтобы в России в новостях написали о какой-то школьной драке. Еще немного добавлю вам новостей из «Черной хроники». Рано утром с ипподрома Стожицы убежала лошадь и повредила несколько автомобилей. Но полицейский вовремя это заметил, поймал лошадь и привел ее на ипподром. Никто из людей не пострадал. И еще новость, на которую обратила я внимание. 1 ноября в Словении будет проходить праздник, который называется День поминания мертвых.
И абсолютно вся Словения в этот день устремляется на кладбище, поминают своих усопших, приносят красивые свечи, цветы. И в этот день вы увидите очень-очень много людей на кладбище. Но на самом деле люди начинают посещать активно кладбище уже с середины октября. С 22 октября по 1 ноября по территории кладбища Жалия, это самое большое кладбище Любляны, будет ездить электрический паровозик и развозить людей, живых людей, будет развозить до могил. Вот так удобно будет для пенсионеров. Несмотря на то, что Любляна не является винодельческим регионом, но все-таки в Любляне есть свой большой прекрасный виноградник, в котором растет 1050 лоз. Виноградник этот находится на южном склоне, вблизи Люблянского замка. В этом году просто небывалый урожай винограда. И планируют заполнить вином более 1000 бутылок. Так что у вас еще будет возможность прикупить бутылочку красного или белого вина, урожай 2022, пока еще без радиоактивных осадков. 23 октября в Словении пройдут президентские выборы. А сегодня, 22 октября, когда я записываю этот видеоролик, уже настал день тишины, когда нельзя агитировать за кого-либо из кандидатов. И так интересно, что действующий президент Словении Борут Пахор написал у себя в Инстаграме: в воскресенье я в последний раз пересеку финишную черту марафона с флагом, если только по пути не поранюсь, не потеряюсь или не засну из-за слишком медленного бега. Мне, кстати, очень интересно, чем будет заниматься в дальнейшем Борут Пахор после того, как перестанет быть президентом Словении. Друзья, на этом я заканчиваю наши новости. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока.